предоставляется главе городского округа город Якутск Айсену Сергеевичу Николаеву. Уважаемая Лидия Николаевна, уважаемая Евгения Исаевна, дорогие друзья, сегодня у нас на самом деле замечательное событие. Мы давно шли к этому, сначала с 2015 года, когда сама по себе родилась идея о создании данного автодрома. И вот последовательно, шаг за шагом мы его создавали, и вот сейчас он завершен наконец-то. Считаю, завершен ли, Николай? Я всегда потом скажу, что что-то еще нужно. Вот. Я очень рад, что такое у нас здесь появилось сооружение, которое, конечно же, будет помогать обучать наших детей безопасности дорожного движения с малых лет. Это в конечном итоге помогает изберечь и жизнь, и здоровье наших горожан, наших детей. Конечно, будут обучаться и навыкам первым, самым таким автомобильного движения в городе Якутске. Так, движение у нас очень активное, город у нас быстро растет. И вообще, поэтому я очень рад за 19-ю школу. Я рад за птицефабрику, что у нас вот такие объекты появляются. Место здесь у нас еще есть, да, чтобы дальше развиваться. Уверен, что все у нас получится. Большое спасибо всем тем, кто помог это сделать. Вот такой прекрасный автодром. И, конечно, без подарков приходить нельзя. Так, Василий Ильич, и Лена Николаевна, конечно, наш подарок мало имеет общего к автодрому, но уверен, что комплект робототехники, да, нашей 19-й школе, конечно же, не будет лишним. Спасибо большое. Да, разрешите вручить. Слово предоставляется ректору Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова Евгении Исаевне Михайловой. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу поздравить Лидию Николаевну, директора школы. Ну и очень надеюсь, что все, что новые хорошие идеи приходят к ней в голову, они, конечно же, направлены на развитие школы и, в первую очередь, развитие наших детей. Поэтому разрешите от имени всех, кто сегодня здесь собрался, учащихся, родителей, гостей школы, вручить ей эти красивые цветы. А так, я хочу поздравить всех якутян, жителей нашей столицы, гостей нашего города, всем, что здесь в городе организуется. Я думаю, уважаемый Арсений Сергеевич, это только начало. Организуется такой хороший автогородок, который должен стать школой безопасного дорожного движения. И вот эта вот дорога, которая сегодня здесь представлена, это как бы имитация настоящей дороги со всеми разметками, со всеми дорожными знаками, светофором и так далее. Все здесь как по-настоящему. Но очень бы хотелось, чтобы здесь, Лидия Николаевна, кроме медицинского пункта, еще стояла станция, например, такая вот пожаротушение. Это сегодня такой немаловажный вопрос. Шиномонтаж, например, я вам сейчас покажу свои некие знания. Есть уже, да? А заправка есть? Вот стоит. Ну вот, где? Вот. Какая-то маленькая. Там заправщик есть, да? Да, даже заправщики. Ну и очень бы хотелось, чтобы здесь со временем Формулу-1 можно было проводить, городской. А еще мы сейчас вот обсуждали, как же нам назвать наш автогородок. Есть в Москве очень большой такой городок, автогородок, Мотор-Сити называется. А почему бы нам не назвать Птичка-Сити, например? Да? Птичка — это вполне народное название. И, конечно же, я думаю, что студенты и наш автодорожный факультет возьмут под свое интеллектуальное попечительство автогородок. И, конечно же, мы бы хотели, чтобы старшеклассники здесь стали теми добрыми, умными людьми, которые будут помогать юным горожанам постигать правила дорожного движения и как пешеходы, и как будущие водители. Поэтому мы хотим вам подарить сертификат на приобретение услуг компании по производству дорожных знаков Саха-Дорзнак. Да. Ну и очень надеюсь, что первое такое конкурсное соревнование, которое будем проводить для горожан, мы обязательно обеспечим призами, как вот до этого мы проводили
хоккей, который недавно проводился на площади, где вот самая главная площадь города, это площадь Ленина. Да? Очень надеюсь, что со временем больше появится людей, которые будут соблюдать правила дорожного движения, будут качественно водить машину. И, конечно же, в этом плане наша школа на птицефабрике, школа номер 19, возьмет те как раз направления, которые сегодня очень нужны экономике и города, и республики. Это, конечно же, инженерно-техническое образование. Успехов вам! Спасибо. Слово предоставляется директору школы Лидии Николаевне Шараповой. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемая Евгения Исаевна, уважаемые гости, коллеги, ребята, сегодня очень волнительный для нас день. Я всех поздравляю с открытием детского автогородка. И добавочно еще детского автодрома. У нас немножечко разнятся они. Автодром у нас был построен в прошлом году на деньги проекта «Народный бюджет». Нам выделили грант в размере 1,5 миллиона рублей, и мы их освоили. Поэтому у нас это комплексная такая будет площадка, автодром и автогородок. И я надеюсь, что, изучая правила дорожного движения, наши дети в будущем действительно будут подкованными, ответственными и внимательными и водителями и пешеходами. Кроме этого, мы активно сотрудничаем с нашими центрами дополнительного образования. Это детский и подростковый центр, с которым мы нынче впервые выиграли городской конкурс «Безопасное колесо». И наши дети будут представлять этот конкурс на республиканском уровне. Кроме этого, мы поддерживаем и наше МВД России Якутская. Это у нас есть полицейский класс, который курирует наши, значит, правоохранительные органы. Кроме этого, мы включены в международную вахту памяти, дети, на которые ездят, значит, в разные уголки России с очень важной и ответственной миссией по нахождению и захоронению останков советских воинов. Поэтому у нас работа ведется в этом направлении очень хорошо, и я очень-очень рада, что наши городские власти, наша администрация очень нас поддерживает. В этом прямо безмерную благодарность мы хотим выразить не только я, но и наши ребята, наши учителя и наши жители микрорайона Птицефабрика. Спасибо всем большое, всем нашим друзьям, которые нас поддерживали. Огромное спасибо. Я от имени всех, значит, особенно наших учащихся, хочу, чтобы вы всегда были самым-самым справедливым арбитром во всех вопросах. Первый свисток, автогородок без свистка не может открыться. Спасибо. Свистим. Буду сейчас торжественно свистеть, дай бог, чтобы наши деньги были всегда при нас. Слово предоставляется ученице 11 класса, отличнице учебы, победителю республиканских олимпиад Алине Чебыкиной. Здравствуйте. От имени школьников я хочу поблагодарить нашего главу города Айсена Сергеевича Николаева, ректора СФФУ Евгению Исаевну Михайловну и нашего директора Шарапову Лидию Николаевну за этот замечательный подарок всем детям города. Благодаря вам мы получим хорошие знания, изучая правила дорожного движения с помощью автогородка и автодрома. И в будущем станем ответственными и внимательными водителями, и не менее ответственными и вежливыми пешеходами. Спасибо вам большое. На дорогах часто гибнут люди, что порою не предотвратить. ДТП намного меньше будет, если их суметь предупредить. Отряд ЮИК и педагоги понимаем, что аварий может и не быть. И ГИБДД усердно помогаем и хотим всех деток научить. Слово предоставляется начальнику отдела ГИБДД, простите меня, МО МВД России Якутска Степану Юрьевичу Ларионову. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемая Евгения Исаевна, уважаемая Лидия Николаевна, уважаемые присутствующие, уважаемые дети.
в этот прекрасный день, солнечный день, это, наверное, для нас, наверное, погода просто-напросто солнцем греет. Я хотел бы поздравить вас с открытием автогородка. Автогородок имеет, конечно, большое значение, тем более, значит, в городе Якутске, столице Республики Саха-Якутия, по республике она есть и будет одним единственным. Ну, то, что предыдущие, значит, говорили, значит, чтобы она, конечно, не одна была, чтобы такие, значит, примеры строительства автогородков у нас из года в год больше и больше стало. Почему? Потому что, значит, действительно, наше будущее поколение, чтобы она, когда, значит, сильна, здорова, значит, мудро, тогда только, значит, и есть у нас в обществе как бы будущее. Потому что, значит, от мал, значит, мы должны воспитывать именно добросовестных, значит, знающих и, значит, уважающих именно на дорогах представителей, в том числе и участников дорожного движения, в том числе и детей. Вот. Я считаю, что наконец-то, значит, справедливость восторжествовала. Вот. Этот городок, автогородок, значит, будет служить для остальных участников дорожного движения, значит, то есть учащихся других школ. Вот. Да, поэтому, значит, и надеюсь, и соответственно, конечно, значит, свой вклад несет именно в развитии знаний правил дорожного движения, участниками дорожного движения, несет наши, значит, сотрудники госавтоинспекции. Я надеюсь, что, значит, начало будет иметь хорошее, большое, значит, продолжение именно этой идеи, вот, этого, можно так сказать, значит, примера. Поэтому еще раз поблагодарю, значит, тем, кто выступал инициатором. Хотя 2015 года началось строительство этого автогородка, но все-таки, значит, результат на виду. Поздравляю вас всех с открытием автогородка. Успехов, удачи, процветания. Спасибо. Право открыть парад техники предоставляется главе городского округа город Якутск Айсену Сергеевичу Николаеву. На этом церемония открытия автогородка завершается. Желаем всем благополучия, счастья, здоровья, удачи. Приглашаем всех на общее фотографирование. Ребята, Школьники, учащиеся, подходите фотографироваться. Фотографироваться. Все, оставляем.
ты делаешь?